Как никогда громко сегодня на Матч ТВ. Год в любительском боксе завершился сверхуспешным для России чемпионатом мира. Было добыто 7 золотых наград, а значит 7 раз на арене звучал гимн России. Ведь на турнирах Международной ассоциации бокса наши спортсмены выступают под флагом страны. На неделе герои чемпионата Атаев, Бижамов и Гаджи Магомедов заглянули в гости в программе «Громко». Беседу вел Илья Юдин. Рекордный чемпионат, множество медалей, 7 золотых с флагом и гимном. Вот сейчас уже, по прошествии какого-то количества времени, как вот это все воспринимается? Конечно, эмоции еще полностью не отпустили нас, так как сборная России выиграла 7 золотых медалей. Практически все ребята были в финале, показали очень хороший результат. И к тому же мне удалось стать трехкратным чемпионом мира. Таких, как вы, больше нет. Да, пока нет, да. Я думаю, еще будет у нас очень хорошие ребята. Вот Шарапудина уже 2 золотых медали. Это мотивирует. Да, Джамбулат за ним идет уже. Надеюсь, что еще в нашей стране будет еще трехкратный чемпион мира. Джамбулат, золотая медаль. Такая долгожданная, мне кажется. Вы много раз об этом говорили до чемпионата мира. И вот свершилось. Какие чувства? Стал вторым в 2021 году на чемпионате мира по взрослым. До этого выигрывал среди юниоров первенство мира, но все равно по взрослым это совершенно другой результат, другой уровень. Изначально после чемпионата России настраивался на мир, приблизительно знал основных соперников. Настрой в команде был очень положительный, и поэтому смогли показать такой результат. Шарапудин, Муслим сказал, трехкратный, и к чему стремиться другим ребятам. У вас есть 2 золотые медали. Не ставите себе цель сравняться, а то и превзойти? Ну, конечно, у нас в первую очередь превзойти своего товарища, близкого человека не бывает, но повторить успех будем всегда стараться, поэтому мы всегда на шаг позади Муслима, поэтому мы шагаем, он шагает, мы вместе шагаем вперед и, конечно, будем ставить себе цель стать трехкратным тоже. Хорошо, давайте об особенностях чемпионата мира этого поговорим, потому что особенностей было много. Ну вот, Муслим, вы уже сказали про призовой фонд, 8 с лишним миллионов долларов, да, мы подчеркнем. И перчатки, кстати, я хотел отдельно остановиться на перчатках, давайте вот о них сейчас поговорим. Расскажите, чем они принципиально отличаются от всех остальных, потому что, насколько я понимаю, разница есть. Да, на самом деле они отличаются от предыдущих перчаток, которые были на чемпионате мира. Вот. И они вроде объемные, но они как полупрофессиональные, так скажем. И поэтому на чемпионате мира были очень много нокаутов, нокдаунов. Любительский бокс, олимпийский бокс сделали более зрелищным, так скажем, вот, более интересным. Уровень именно этого чемпионата IBA, очень высокий. С каждым годом все он больше растет и растет. На самом деле нету конкурентов даже близко, которые могут сделать такой чемпионат. Вы такую планку для себя установили. 3 золота чемпионата мира на профринге. Какие для себя ставите цели, задачи? В профринге сейчас на данный момент у меня есть чемпионский титул WBA. Пока сейчас соперники определяются. Я не знаю, кто там будет соперник, обязательный претендент. Я слышал про кубинца. Да, кубинец есть, да, также Юнавидов есть, также еще один американец есть. Вот, скорее всего, кубинцем будет. Ну, я не знаю, можно говорить или нет, но хотелось бы, конечно, вот, с кубинцем тоже подраться. С тем же? Сначала я, потом он. Нет, у меня вот незавершенное дело есть с Орленом Лопесом. Ввиду своего здоровья я не смог на этот бой выйти. И сейчас уже, я думаю, что следующий бой, если я проведу с ним, то надо с ним закрыть вопрос и потом уже дальше двигаться. В профбоксе, если ты первые пару раундов только присматриваешься, а у тебя 8-10 раундовый бой, и уже примерно работу понимаешь и начинаешь ее стараться выполнять. В любителях же 3 раунда, и все, вроде ты только проснулся, а бой закончен. Поэтому там нужно сразу включаться в работу. Плюс, конечно, у тебя 5 разных соперников. Один левша, другой правша, высокий, низкий. И вот под каждого нужно подстраиваться. Поэтому
этим любительский бокс в техническом плане он гораздо сложнее. Я родился и вырос в высокогорном селении. Вот, мое село расположено граничит с двумя государствами. Это Грузия и Азербайджан. Вот, достаточно далеко от Махачкалы. Вот, и в то время у нас не было телевизора, возможности. Вот, в селе только у нескольких человек был телевизор, в том числе и у моего дяди. Вот, и когда бои Тайсона и еще с моего района Султан Ибрагимов, тогда Кличко, вот такие боксеры, когда бои были, мама забирала нас к дяде и заставляла, так скажем, смотреть бои, чтобы у нас появлялся интерес, чтобы мы это видели, было какое-то желание, потому что мама очень хотела, чтобы я стал боксером, и чтобы она так же, как она смотрела на Тайсона, чтобы она на меня могла посмотреть через телевизор. Сейчас очень же популярна вот эта история, легенда бокса против блогеров. Как вы относитесь к таким вот аттракционам? Муслим, вижу по вашему лицу, что крайне одобряете или нет? Ну, это бизнес. Больше всего я считаю, что это бизнес. Сейчас же много поединков проводят блогеры. Я, честно говоря, нейтрально отношусь. Ну, кому нравится, пусть смотрят. Но я больше за настоящий вид спорта, за настоящую конкуренцию. Даже пусть не такие медийные будут бойцы, но я посмотрю, извлеку что-то полезное для себя. Так что это дело вкуса. Скоро Новый год. Где и как будете отмечать? Хочется провести время со своей семьей, быть рядом, потому что уже в протяжении долгого времени находимся на сборах домой приезжаем на пару дней и опять уезжаем. И как бы хочется провести просто в кругу семьи, так сказать, Новый год прям на елку не ходим, но сидим дома и как бы в кругу семьи, как говорится. Ребят, спасибо вам огромное, что пришли. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в 2026 и далее у вас были исключительно победы. Так что еще раз спасибо. С наступающим. Спасибо вам. Спасибо, взаимно. Было очень приятно. Спасибо огромное.